28 декабря 1825 года Ермолов назначил свой отъезд в станицу Червленую. Известный русский драматург и общественный деятель Грибоедов, который на тот момент находился в крепости Грозная, стал проситься в сопровождение генерала. Ермолов согласился, и на другое утро Грибоедов выступил в станицу с первым батальоном Ширванского полка и с 2 сотнями казаков при 2 конных казачьих орудиях. Следует отметить, что свое знакомство с Кавказом Грибоедов начал именно с нашего края и одним из первых писателей России посетил крепость Грозную. С октября и до конца ноября 1819 года драматург находился в крепости. Затем уезжает в Тегеран, где тоскует по родине и по Кавказу, который полюбил. Ермолов переводит его к себе на службу секретарем по иностранной части. И именно здесь, в Грозном, Грибоедов и был арестован 3 февраля 1826 года по подозрению в сопричастности к декабристским антиправительственным событиям. В декабре 1917 году образовалось Объединенное Терско-Дагестанское правительство, вошедшее в Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. В правительство вошли атаман Терского казачьего войска Караулов, кумыкский князь Капланов, чеченский нефтепромышленник Чермоев, бывший царский чиновник ингуш Джабагиев и другие. Военной силой, на которую опиралось правительство, стали казачьи войска и отдельные части дикой дивизии под командованием генерала Половцева. Уже в середине декабря Чеченский совет во главе с Чермоевым предъявил ультиматум Грозненскому совету рабочих депутатов с требованием разоружить рабочих и революционных солдат. В то же время чеченские части дикой дивизии захватили город Грозный, однако само правительство просуществовало недолго и позднее трансформировалось в горское правительство Горской республики. В декабре 1942 года Чеченскому государственному драматическому театру присвоено имя Героя Советского Союза Хампаши Радилова. Но Радилов в ходе Великой Отечественной войны служил командиром пулеметного взвода 5-й гвардейской Кавказской дивизии. Героически погиб в сентябре 1949 года во время боев в районе города Серафимович Сталинградской области. Похоронен в Мамаевом кургане. Чеченский национальный театр, имя которого получил один из культурных центров республики, образован 1 мая 1931 года. С его становлением связано начало творческой деятельности первых чеченских драматургов, таких как Саид Бадуев, Арби Мамакаев, Билал Саидов, Халид Ашаев. Одним из первых директоров Чеченского драматического театра был всемирно известный политолог Абдурахман Автарханов. В 1944 году деятельность театра была прервана из-за депортации чеченского народа в Казахстан и в Среднюю Азию. Восстановлен в 1957 году после возвращения чеченцев на родину. В декабре 1949 года в Киргизской АСР родился доктор физико-математических наук профессор Дадашев Райком Хасимович. В 1968 году, после окончания средней школы, Райком Дадашев поступил в Чечено-Ингушский государственный университет на отделение физики. А окончив его с отличием, он был направлен на стажировку в Ростовский, а затем в Кабардино-Балкарский госуниверситет. Знакомство с научной школой профессора Задумкина и определило сферу научных интересов Дадашева. Позднее он начал создавать научные лаборатории в Грозном. Райком Дадашев – автор более 150 научных работ. Будучи аспирантом, на протяжении 7 лет он работал в физлаборатории Чеченского государственного университета. Совершенствуя существующие методы, проводил сложнейшие научные исследования и конструировал новейшие приборы. Его руками сконструированы и изготовлены уникальные приборы и установки, которые нашли широкое применение в научных лабораториях в Гренобле, Франция, Московском институте сплавов, Кабардино-Балкарском госуниверситете и на Урале. Приборы Райкома Дадашева защищены авторскими свидетельствами. В конце 80-х годов его новейшие изобретения продемонстрированы на ВДНХ СССР, и 2 из них были удостоены бронзовыми медалями. Стоит отметить, что Райком Дадашев читал лекции ведущих вузов Австрии и Новой Зеландии. А в конце прошлого года вышла в свет монография ученого «Термодинамика поверхностных явлений», которая издана Кембриджским международным издательством. Дадашев – автор более 60 научных трудов.
Ровно 6 лет назад, 29 декабря 2004 года, на тот момент президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Российской Федерации тогда еще первому заместителю председателя чеченского правительства Рамзану Кадырову. Звание, как отмечается в указе, было присвоено молодому воину и политику за мужество и героизм, проявленный при исполнении служебного долга. Принимая высокую награду, Кадыров отметил, что в его лице награжден весь чеченский народ и что он намерен и дальше продолжать бескомпромиссную борьбу с терроризмом и бандитизмом. Последующее развитие событий и подтвердило это утверждение молодого воина и политика. Уже сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что ни одна личность новейшей чеченской истории не оказала столь внушительного влияния на будущее чеченского общества в той мере, в какой оказал на нее этот человек.